Ну что ж, сейчас мы хотим пригласить на сцену человека, который окончил 2 вуза: Казанский сельскохозяйственный институт и заочный институт советской торговли. С детства увлекался спортом. Он сейчас заслуженный мастер спорта. Помимо автоспорта отлично также играет в хоккей, ему очень много забивает. Еще с детства увлекался фотографией, проявлял свои пленки под кроватью. Любовь к фотоискусству не прошла даром. Сейчас в Инстаграм у него 174 тысячи подписчиков. Друзья, встречайте, президент Республики Татарстан Рустам Михайлович Минниханов. Kechiklarmisiz barizg'ada nimadan bir qos rahmat bu forumni uyushtirgan kishilarga ham siz bilan mana barizda jiyilib kelgansiz ham shunday qiziqli siylashuv barizga да bek qiziq. Я хочу поблагодарить всех за организацию такого форума. И на самом деле очень интересно присутствовать на таких мероприятиях, когда много молодежи. По большому счету, мы уже как бы основную часть своей работы сделали. Надо сейчас вот это все грамотно передать нашему подрастающему поколению. И я думаю, что вот каждый выступающий, он вот не было ни одного одинакового выступления. Все они были разные. Значит, это говорит о том, что надо оставаться собой. Не надо кого-то копировать там. Не надо быть Стив Джобс там или кем-то, вот надо становиться собой. Вот каждый из наших коллег, и здесь еще я вот вижу коллег, которые от Шамиля Тарпищев, да, ну, аплодисменты. Замкомандующего генерал, я ВДВ, я еще наши депутаты. Я думаю, мы могли и много-много людей пригласить, и каждый из них прошел свой жизненный путь. И, конечно же, на самом деле, вот, сложно не согласиться с Маратом. В любом случае, есть уникальные, талантливые люди, которые могут там запомнить все, сделать все, но ленивые. И если не будет усердия, труда, даже твой талант, который он есть, он пропадет. Поэтому надо трудиться, надо работать, надо искать себя, не надо быть на кого-то стараться похожим, не надо думать, вот какую тебе работу дадут, какую-то. Надо хорошо работать. Вот любая работа, она требует, как бы, чтобы ты ее делал лучше, чем кто рядом с тобой. Вот это залог успеха. Здесь вот разные были истории, на самом деле интересно. Вот, я тоже как бы вырос, вообще родился я в лесу, не в больнице, а в лесу. Первый раз электрическую лампу я увидел в 5 лет. И, конечно, полгода, когда я жил в районе, мы ходили в сапогах, это все нормальная жизнь, мы все это прошли. Значит, нам ничего не страшно, там, дровами топить или там что-то, где-то что-то организовать. То есть вы не бойтесь того, что вот в молодости это все пригодится. Вот когда молодые там, на разных местах. Вот я, ну так получилось, я вернулся после института в район, я в 3 районах работал. Ну так, не сам переезжал, ну вот приходилось так, перемещать. И даже не думал, что я там буду работать в правительстве, я не думал, что буду работать премьер-министром. Вообще, очень важно, чтобы каждый из вас попал к хорошему наставнику. Очень важно в жизни, вот, кому попадешь, вот, ну, как, например, жениться или замуж выйти. Вот, неудачно, и все вот, покатилось не туда. Да. А вот попал к хорошему человеку. И на самом деле это очень важно. Поэтому тоже, когда смотрите, кто будет ваш наставник. Вот. Есть такой анекдот, когда человек приехал покупать дом и говорит, сколько стоит ваш дом? Вот, владелец говорит, вот, он стоит вот, там, $100 000. Он говорит, ну как $100 000? Дом вроде одноэтажный, там ничего такого нет.
Если хочешь, вот на соседней улице двухэтажный, за 50 тысяч продают, но там, говорит, сосед плохой. Вот очень важно, чтобы твой сосед, и то есть наставник был доступен. На самом деле, нам очень важно вот, иметь вот такие контакты. Вот я вижу наших военных, да, вот они служат. Очень важно, значит, это тоже школа. Вот те, которые пройдут воинскую службу, это огромный опыт, это огромная школа, но это и обязанность отдать свой долг своему государству. Я хочу сказать, что касательно, все вот, получается, оно не запланировано. Вот Шамиль, а вы как познакомились? Ну, я знал его, он великий Торпищев, я черт не знает кто, но вот, да. Но на самом деле они приехали, говорят, Торпищев приедет с Бокарева. Они приехали в Казань, значит, мы, значит, с идеей создать теннисный центр. Вот после этого, на самом деле, эта идея, у меня даже этой идеи не было, наверное, Марат помнит, когда, значит, с этого вот появилась Академия тенниса. Сегодня есть целая школа тенниса благодаря Шамилю Анваровичу. Вот все получается, надо вот, бояться не надо. В любое дело, вот как Марат сказал, вот, но учиться там, вязать, там, шить, я не знаю, получится, не получится, но если ты что-то умеешь, это в твоей жизни пригодится. Вот я, наверное, я вырос в семье лесника. То есть у меня что рядом с лесом все понятно. Я работал в районе, я понимаю, что творится в сельском хозяйстве. Я работал в системе потребкооперации. Я могу любую вещь купить и продать с выгодой. Я работал председателем райисполкома. Это самая работа, вот, когда к тебе приходят, и ты вот, должен выслушать людей, а ничего не можешь сделать, и как-то их успокоить. То есть это, эти навыки, они... Да. Или я работал министром финансов. Времена были такие. Вот это все, это опыт. Но и я работал, у меня всегда были там наставники, и когда в районе, и, конечно, вот я работал 12 лет в правительстве, всего с Митием Шариповичем, я вот почти 12 лет премьером, до этого министром финансов, до этого 4 года главой. То есть это огромный опыт, который ты получаешь, работая в команде. И в то же время вот, Николай Анатольевич, да? Вот кто такой Николай Анатольевич? Как он появился? Может быть, его судьба была бы другой. Может быть, он сейчас был в Калифорнии. Да, потому что такой вариант тоже был. Он там в Америку ездил, что-то его там полюбили. Но, тем не менее, он оказался у нас. Был такой хороший человек, Юртаев. Он у меня работал. Аналитик, великолепный человек. Но, к сожалению, его с нами нет. Он говорит, есть такой. Я говорю, Юртаев, нам надо что-то сделать. Система управления не получается. Вот бумаги, но никакой системности. Я говорю, нам нужно что-то вот это систематизировать, автоматизировать. Вот. И я говорю, какие-то вот IT есть, надо вот такого человека. Он говорит, такой человек. Я вот студентом был. Значит, он Николая Анатольевича привел, ну, на самом деле, много. Мы вообще вот даже близко этого все не слышали. И тихо-тихо, значит, вот 2000, потом мы его в Центр информатизации пригласили и объединили всю информационную систему республики, программу сделали вот с 2004 или 2005 года, Николай Анатольевич. И вот таким образом он как бы архитектор всей нашей IT-индустрии республики. Он прошел этот путь, и если... Потому что он вот с первого шага, он знает все. Или вот Марат Шекерзадовичем, да? Ну так получилось, там мои друзья, хороший парень. И на самом деле, вот с Маратом мы реализовали такие вещи, которые невозможны. Вот 2004 или 2005 год, там 131 закон, когда мы в один год ушли от
субсидирование там. Все боялись, что не получится. Я говорю, Марат, давай. Тот же завод Танека. Это же, вот представьте, министр 3 месяца живет, по 3 месяца живет в Нижнекамске. То есть, насколько мы считали, что этот завод нам нужен, я говорю, Марат, вот это для нас очень важно. Или вот, когда появился фонд реформы ЖКХ, значит, он, конечно, говорит, не получится. Я говорю, деньги кончатся, надо 2-летнюю программу брать. И на самом деле вот, нужны такие люди, которые способны взять на себя ответственность и не побояться. И все у нас получится. И самое главное, мне говорят, что из Казани там уехало 28 тысяч, 30, уехало 28, приехало 30. Ну понятно, уехали лучшие, но кто-то из них вернется, а кто-то где-то будет, он будет нам помогать. И нам очень важно вот сохранить наши связи. Где бы вы ни работали, вот, я не говорю только татары, выходцы из Татарстана или люди, которые любят Татарстан. Мы, конечно, вот, обязаны иметь контакт с татарами, где бы мы в Америке были, там, в Европе были, везде с татарами мы встречались. Но мы не можем ограничивать себя только периметром Татарстана. И я считаю, что это неправильно. Мы всегда ищем какую-то новизну. Вот вчера я рассказывал Николаю Анатольевичу, мы завершили программу «Бизнес-класс». Это программа обучению начинающих и предпринимателей, начинающих и тех, кто работает, бизнесу. Это программа Google, ее нашел Сбербанк, значит, Германовский нам эту программу дал. Вот 14 тысяч человек в республике в онлайн-режиме полгода изучали эту программу. Еженедельно мы смотрели, сколько в каком районе у нас учатся. Значит, Google возмутился, почему административно в республике Татарстан внедряют эту систему. Это должно быть добровольно. Я говорю, нет, такой возможности не будет. Это бесплатно такая. И на самом деле люди, которые поверили, они получили те навыки, бесценный опыт, который есть. То есть мы должны учиться каждый день. И если, тем более, вот смотрите, 4-я технологическая революция. И через 5-10 лет многие профессии исчезнут. Вы должны думать, кем вы будете. Ладно, мы это уже как-то себя нашли, и нас уже узнают даже за то, что там советы будешь давать, могут кусок хлеба дать. Нам не дадут. Нам надо работать. Поэтому и бояться не надо. Любое дело надо браться и работать. Ну и, конечно же, все равно нужен фундамент. Вы должны опираться на тех людей, на ваших учителей. Ну и, конечно, Республика Татарстан рядом с вами. Значит, мы нуждаемся в ваших услугах и всегда рядом с вами. Успехов, рахмат сизге, умышлар, берге булыңыз.